вечер, уважаемые гости, дорогие друзья. Сегодня с вами моя очаровательная соведущая Айтурган Газиева. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу замандаштар. Анда эмесе сиздер менен бүгүнкү кечеде менин кесиптешим Александр Мишин. И мы начинаем вечер кыргызской культуры, посвященный путешествию в Кыргызстан, Джалал-Абадскую область. Сегодня у нас вечер кыргызской культуры, и мы все, так или иначе, не один раз слышали, возможно, очень интересные факты и истории нашего народа и его землях, находящихся в горах Тянь-Шаня, о Кыргызстане. И сегодня мы продолжим знакомить вас с неизвестными доселе Кыргызстане, о его частицах души, об областях Кыргызстана. И наш вечер посвящен Джалал-Абадской области. Ассаламу алейкум, кадырман элим аманбы? Амандык айтып жалпыга саламдашсам жаманбы? Жалал-Абадтан айтам саламды, агайын тууган аманбы? Келтирип айтам саламды, кутмандуу элим аманбы? Мына бүгүн көптөн бери күткөн, толкунданып, күнү түнү даярдаган кыргыз элибиздин маданият кечеси сиздер түшүнгөндөй Жалал-Абад дубаны менен таанышуудан башталат. Вот и начинается наше путешествие по Кыргызстану. Джалал-Абадская область расположена на юго-западе республики. На юге и юго-западе граничит с республикой Узбекистан. На севере с Таласской областью, на востоке с Нарынской областью, на юго-востоке с Ошской областью. Джалал-Абадская область порадует любого туриста своим многообразием. Удивительная природа этого места разительно отличается от остального Тянь-Шаня. Именно здесь Тянь-Шанские горы соприкасаются с древним очагом цивилизации, ведь в Средневековье одно из направлений Великого Шелкового пути проходило через территории Ферганской долины. Благодатный климат на границе гор и широкой долины позволил появиться самому крупному в мире ореховому лесу – Арслан-Бобу. Горные озера Джалал-Абада находятся на относительно небольшой высоте, и их берега густо покрыты лесами, а вода настолько прозрачна, что дно видно, как на ладони. Богата Джалал-Абадская область и памятником культуры. На востоке области находится одно из крупнейших в мире собраний петроглифов – Самаил-Таш, а западная часть области может похвастаться средневековым мавзолеем Шах-Фазиль, в котором увековечена удивительная история Ферганской долины. В наше время Джалал-Абадская область широко известна в первую очередь своими минеральными источниками и лечебными грязями. Многие из местных источников известны с древних времен и считаются священными. По преданию, здесь находился источник Чашма-Аюб, который посещал ветхозаветный пророк. На расстоянии 5 километрах от города расположен бальнеологический курортный комплекс Джалал-Абад, созданный на базе термальных и радоновых вод. Он находится на высоте 971 метр над уровнем моря. На западном склоне возвышаются Аюб-Тау на реке Кугарт. Здесь найдется множество интересного для любителей трекинга, конных прогулок, велотуризма, а также просто для желающих познакомиться с удивительной культурной Центральной Азией и ее особенностями. Жалал-Абад дубаны Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан. Жалал-Абад аймагынын басымдуу бөлүгү Теңир тоонун түштүк батышында, бир аз бөлүгү Теңир тоонун ички аймактарынан орун алган. Анда эмесе келиңиздер, урматтуу достор, биз менен бирге Жалал-Абад дубанына видео саякат кылалы. Друзья, у нас для вас очень много интересного. Наверное, за этот короткий вечер мы не успеем вам рассказать. Но при этом предлагаем пройти на онлайн-экспресс-путешествие по Джалал-Абадской области. Ваше внимание, пожалуйста, на экран. Джалал-Абадская область – это, пожалуй, самая разнообразная как в культурном, так и географическом плане область Кыргызстана. Именно здесь соприкасаются культуры северной и южной части страны, а природные богатства настолько различны и вместе с тем удивительны, что посмотреть все едва ли удастся даже за несколько дней. Как и все прочие регионы Кыргызстана, на 70% она покрыта горами. Несмотря на большое количество гор, температура здесь в среднем выше, а горы более засушливы. Связано это с влиянием большой и жаркой Ферганской долины.
Такое соседство гор и долин позволило появиться в горах Джалалабадской области множеству удивительных природных достопримечательностей. Ярчайшим примером горных красот Джалалабадской области является заповедник Сары-Челек, располагающийся в глубине Чаткальского хребта с большим комплексом из озер, удивительным разнообразием пейзажей и большим количеством растительности. В 1979 году заповедник был включен в международную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Название озера с кыргызского языка можно перевести как «желтый сосуд», «желтое ведро» или «желтый ковш». Однако эти названия больше всего подходят осенью, когда листва деревьев окрашивается в желтый цвет, и озеро начинает напоминать ковш с медом. Также туристу обязательно нужно посетить петроглифы Саймалу-Таша и мавзолей Шах-Фазиль. Саймалу-Таш – это крупнейшее собрание петроглифов на территории Средней Азии и одно из крупнейших в мире, расположенное на восточном склоне Ферганского хребта Джалалабадской области. Данная территория является национальным парком. Комплекс расположен на высоте более 3000 метров. В переводе с кыргызского Саймалу-Таш означает «узорчатый камень», что как нельзя лучше характеризует данное место. На территории комплекса, состоящей из альпийских лугов, раскинувшихся в глубине ущелья, и могучих базальтовых валунов, которые являются своеобразными полотнами для изображений, насчитывается более 90 тысяч рисунков, относящихся к разным историческим эпохам. Самые древние изображения на камнях Саймалу-Таша относятся к 3-1 тысячелетиям до нашей эры, а самые поздние датируются 1-7 веками нашей эры. Еще одной достопримечательностью Джалалабадской области можно считать Токтогульское водохранилище, являющееся крупнейшим водохранилищем не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии, площадь поверхности которой составляет 284 квадратных километра, а средняя глубина около 215 метров. Значение Токтогульского водохранилища для гидроэнергетической отрасли страны поистине бесценно. Здесь расположены две мощные ГЭС – Токтогульская и Курпсайская. Строительство велось более 10 лет и было завершено к середине 70-х годов. Отдых на берегах Токтогульского водохранилища весьма популярен среди жителей и гостей Джалалабадской области. Найдут здесь счастье и рыбаки. В водохранилище водится форель, сазан, судак и карп. Именно здесь Тиньшанские горы соприкасаются с древним очагом цивилизации – Ферганской долиной. Благодатный климат на границе гор и широкая долина позволил появиться самому крупному в мире ореховому лесу – Арслан-Бобу. 40 минут на минивэне прошли очень быстро, и мы наконец прибыли в славный город Джалалабад. Джалалабад – третий по величине город Кыргызстана, административный центр Джалалабадской области. Население города составляет около 120 тысяч человек. С древних времен вдоль горы Аюпто проходил один из маршрутов шелкового пути. Благодаря этому жители Ферганской долины, как и каканские ханы, управляющие этими землями, во время создания Джалалабада очень активно контактировали с Афганистаном и Китаем. Возможно, поэтому название города схоже с названием афганского Джалал-Абада. Абад с персидского переводится как «место» или «место, где живут люди». Слово «джалал» с языка урду, персидского и арабского переводится как «слава» или «величие». То есть название города может означать «славное» или «великое место». Осмотр города мы начали с парка, который находится в центре города. Мы здесь и погуляли, и даже покатались на велосипедах. Достор, biz Жалалабадқа келдік. Биздин силерге ысык Салам! Шары Жалалабад, күн өткөн сайын жашарат. Түгөн байырдай мел үчүн, ырларым сага арналат.
тонын купурат жагымдуу ырлар ырдашып кыз жигит бирге үн салат Жалалабад менин гүлүм Жалалабад сенин күнүң келсең курбум көрөсүң Жалалабад шаарың бүгүн мына бүгүн жашарат шаарым жыл менен бүт албай мактап ыр менен бул шаардын сулуу кыздары ачылган кызыл гүлгө тең Жалалабад менин гүлүм Жалалабад сенин күнүң келсең курбум көрөсүң Жалалабад шаарың бүгүн мына бүгүн Жалалабад менин күнүм Жалалабад сенин күнүң келсең курбум көрөсүң Жалалабад шаарың бүгүн мына Спасибо большое. Уважаемые гости и дорогие друзья, мы все знаем, что много лет нашу организацию возглавляет очаровательная, идейная вдохновительница, глава организации. И позвольте пригласить для приветственного слова нашего председателя Красноярской кыргызской национально-культурной автономии Батаева Назгуль Жанышбековна. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья. Мы очень рады каждого из вас видеть на нашем мероприятии, посвященном путешествию в Джалалабадскую область. Желаю всем хорошего вечера. Добро пожаловать в наш праздник. Спасибо большое. Назгуль Жанышбековна, спасибо огромное. Ну а сейчас, дорогие друзья, перед вами выступит ансамбль «Капельки» национальным танцем «Мол-Молун» под художественным руководством Толуновой Жанары. Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Еттің көркі нұр менен, абелдің көркі құр менен, естіген сұлы мөлмөлім, абелгілі болсын ыр менен. Екілемін қызыл гүл açılғандай мөлмөлім, бір қарасаң жүрек от шашылғандай мөлмөлім, маңдай чачың барғалаң жібегіндей мөлмөлім, сенің ышқың баланына тілегіндей мөлмөлім. Sekim baskan butundan, seyden amon çok cıtından, adam koygun butundan, ay kalendir mon çok cıtından. Çılga kuyga
қандай ұқсап. Ансамбль «Капельки». Древние легенды, реликтовые леса и потрясающая природа этих мест – это еще не все, что привлекает сюда туристов. Побывав в Джалалабадской области, не забудьте отдать должное необычным местным блюдам. Основу национальной кухни южной части Кыргызстана также составляют мясные, молочные и мучные блюда. Причем мясо употребляют в пищу чаще всего в вареном виде. Больше всего ценится конина, но часто едят вареную баранину. А также очень много видов отварного мяса с соусами и зеленью. Все это поедается с лепешками, свежими овощами, иногда с рисом и лапшой. Кухня этих мест – это нечто невероятное. В Джалалабаде в плов обязательно добавляют нахуд. Перед приготовлением его целые сутки вымачивают в холодной воде. А вот кулинарной визитной карточкой Джалалабадской области смело можно считать шарпо. Густой мясной суп с горохом, нутом и крупно нарезанными овощами. Его готовят много и повсеместно. Обязательно убедитесь в этом сами. Ведь не секрет, что кыргызы один из самых гостеприимных народов мира. Всегда радушно встречают гостей, предлагая им лучшее место в доме и всевозможные угощения. Как и везде, в Джалалабадской области народ чрезвычайно гостеприимный, отличается доброжелательностью, открытостью. И сегодня мы приветствуем почетных гостей. Ар бир улуттун ата бабасынан бери жасап, жеп жүргөн улуттук тамак ашы бар. Эзелтеден бери кыргыз эли дагы өзүн тамак аш өнөрүн өз алдынча өнүктүрүп келген. Кыргыз эли көбүнчө эт жана сүт азыктары менен тамактанган. Улуттук сый тамактын эң аземи 5 бармак эсептелинет. Ар бир келген конокко эң биринчи кымыз сунуштулунат. Бул кыргыздын салтында бар. Анда эмесе сөз кезегин биздин куттуу конокторго берели. Дорогие друзья, приглашаю на сцену под ваши аплодисменты заместитель начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края Рафиков Рашид Гизатович. Заместитель отдела организации и взаимодействия с органами социальной сферы администрации города Красноярска Коновалова Елена Васильевна. Специалист отдела аналитики и взаимодействия с национально-культурными объединениями Дома дружбы народов Красноярского края Фахризиев Альфир Магафурьянович. Начальник курсов подготовки иностранных специалистов, полковник полиции Иванов Константин Юрьевич. А также представители национальных культур автономии. Пожалуйста, приглашаем вас на сцену. Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте мне от имени администрации губернатора Красноярского края приветствовать вас в гостеприимном зале этого городка. Уже сейчас, казалось бы, всего прошло несколько номеров, но с удивлением я узнаю и с одобрением то, что нас знакомят не только в целом с культурой и традицией народов, но и отдельных областей, который, как оказалось, имеет свои изюминки, имеет свои особенности. И это очень правильный подход, потому что это все очень-очень интересно. Желаю вам здоровья, счастья и новых открытий в сегодняшнем этом мероприятии. Спасибо. Дорогие друзья, известно, что Малая Родина — это место силы для каждого из нас. И мне очень приятно сказать слова благодарности организаторам этого мероприятия, которые позволяют нам, вам в первую очередь, вспомнить, окунуться в свои, вернуться к своим корням, вспомнить самые лучшие годы своего детства, может быть, юности, и напитаться той силой, которую дает Родина, Малая Родина, и двигаться вперед, иметь эти силы для того, чтобы достигать своих целей, двигаться к чему-то для себя ценному, важному, нужному. Желаю вам в этом продвижении сил, успехов, здоровья и всего самого наилучшего.
Добрый вечер, дорогие друзья. Всегда приятно посещать такие мероприятия, День кыргызской культуры. А сегодня особенно конкретно показывает Пародельную область. Посмотрел, окунулся даже, впервые увидел. Замечательная природа, есть отличия там по национальным блюдам даже. Хочу пожелать в этот замечательный вечер всем вам успехов, благополучия и здоровья, чтобы этот вечер вам принес хороших эмоций, благоприятия. Всего-всего вам наилучшего. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья! От имени Азербайджанской национальной культурной автономии поздравляю вас с этим замечательным днем. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия. И дай Бог, чтобы у вас были возможности, да у нас каждого, который в Красноярском крае функционирует, я имею в виду национальной культурной автономии, были возможности, чтобы посещать свои родные края, исторические родины, чтобы быстрее этот ограничительный период закончился, связанный с COVID-19, и у нас была возможность посещать свои исторические родины. Но, Назгуль Жанашбековна, где вы? Вот она. Благодаря вам я сегодня смело могу сказать, что пускай даже виртуально, побывал в Азербайджане. Почему? Не поверите. В Азербайджане тоже, на юге Азербайджана, точно так же, как на юге Кыргызстана, есть город, районный центр и город, который называется, чуть-чуть небольшое отличие есть, Джалилабад. Я тут кое-что заметил, 120 тысяч населения, а там у нас 100 тысяч населения. Ореховые леса, точно так же там в Азербайджане. Источники, чудесные такие, лечебные. То же самое, как в Азербайджане. Поэтому у меня в голове родилась идея, как-нибудь мы с вами об этом подумаем. Может, сделаем какой-нибудь совместный проект? Но до чартерного рейса мы, конечно, дойдем, дай Бог. Огромное вам спасибо. И спасибо тем, которые сегодня присутствуют в зале, несмотря на такие ограничительные меры. Но будем надеяться, что в будущем таких мероприятий все будет больше и больше. И огромное спасибо тем, и особенно, скажем, нашим, я не знаю, как их называть, кураторам, что ли, скорее всего, наши коллеги, партнеры, что все-таки создают нам такие условия провести такие мероприятия. Еще раз вас... Микрофон устал. Еще раз вас с праздником. Всех приглашаю в Джалилабад и в Джалилабад. Спасибо. Ассаламу алейкум, добрый вечер, уважаемые гости от братского народа Таджикистана. Хочу поздравить вас с праздником, желаю здоровья, благополучия, радости в вашей семье. Любите свою родину. С праздником. Добрый вечер, друзья. Разрешите от лица Дома дружбы народов Красноярского края поздравить вас с этим праздником. Народов у нас много в крае, представителей разных народов. И у каждого есть какая-то своя далекая родина, малая. И все мы иногда хотим туда вернуться, чтобы действительно все границы открылись наконец-то, и можно было бы съездить к себе домой, на малую родину. И такие мероприятия, они дают возможность вспомнить о ней, вспомнить, как там было хорошо и как хорошо здесь. У многих два дома получается, да, дом там, дом здесь. И что объединяет эти два дома? Это, конечно, наверное, душа, язык, культура. И поэтому храните свою культуру, оберегайте ее, храните свой язык. Спасибо вам большое. С праздником. Спасибо, дорогие друзья. Пожалуйста, вашими аплодисментами поблагодарим всех, кто сегодня пришел на этот праздник и разделил его вместе с нами. Пожалуйста, проходите на почетные места. А мы продолжаем наш культурный вечер. И перед вами молодой талантливый исполнитель Сеймык Канжикулов с композицией «Вечера». Пожалуйста.
хрущевке вдвоем. Тебе надоели мои слова, моя жизнь мне теперь нипочем. Электричество все отключили, про меня и тебя все забыли. Я зажег все последние свечи, так угасла вся наша любовь. В хрущевке мы вдвоем и тесно, кофе выпитая все, что вижу. Мотылёки, дым и сигарет, потусневшие цветы, в которых запах твой ты оставила мне, ты оставила мне. В хрущевке мы вдвоем и тесно, кофе выпитая все, что вижу. Мотылёки, дым и сигарет, потусневшие цветы, в которых запах твой ты оставила мне. Я помню те вечера, мы жили в хрущевке вдвоем. Тебе надоели мои слова, моя жизнь мне теперь нипочем. Электричество все отключили, про меня и тебя все забыли. Я зажег все последние свечи, так угасла вся наша любовь. Я помню те вечера, мы жили в хрущевке вдвоем. Тебе надоели мои слова, моя жизнь мне теперь нипочем. Электричество все отключили, про меня и тебя все забыли. Я зажег все последние свечи, так угасла вся наша любовь. Спасибо огромное. Продолжает наш концерт дуэт. Перед вами Ай Турган и Мурбек с музыкальным подарком «Будь рядом». Қолым жетпес арманда, қуаныш жылдамдырда, жанымда бол. Жабырқаған кездерде, ерте шамал еткенде, көңілдің бұл кешінде, жанымда бол, жанымда бол. Жанымда бір болсаң, жарық нұрың болып. Төгілген нұр болсаң, қызыл гүлің болам. Терілген гүл болсаң, шамалсыз күн болам. Жарық күнің болсаң, сенің түнің болам. Жанымда бол. Alırsan, namusumda canılsan, görgünümde tanırsan, canımda bol. Atım çıkıp şul elge, ırız dolsa keçinde, bakıp tabam deseng da, canımda bol, canımda bol. Canımda bir bolsam, jarık nurun bol. Kızıl gülüm balım. Terilgen gül
Спасибо большое. В состав Джалал-Абадской области входит 8 районов, 8 городов, 4 поселка городского типа и 68 аульных аймаков. Общая площадь области составляет 33,7 тысяч квадратных километров. Областной центр – город Джалал-Абад. И, конечно же, Джалал-Абадская область приветствует межнациональные согласия, несмотря на все невзгоды с пограничными вопросами. В области живут в дружбе таджики, узбеки, русские, игуры, казахи, турки и представители более 30 национальностей. Жалал-Абад дубанының жалпы аянты Қырғыз Республикасының аймағының 17%-ін түзөт. Дубандын борбору Жалал-Абад шары. Жалал-Абад дубанының құрамында 8 район, 8 шар, 5 шар, Жалал-Абад, Қаракөл, Майлысу, Ташкөмір, Көкжаңғақ райондық маанидегі 3 шарча Кербен, Қочқората, Тоқтоғыл шарлары. 4 шарча жана 68 айылдык аймакка кирет. В общем, дорогие друзья, целый микс национальностей. Ну а для вас выступают наши веселые капельки с танцевальным номером «Микс Данс». Спасибо большое, капельки.
Джалал-Абадская область – живописная и удивительная часть, на территории которой сосредоточено огромное количество разнообразных достопримечательностей. Например, Арслан-Боб – это уникальное творение природы, цветущий оазис на высоте 1600 метров над уровнем моря и один из самых красивых курортов, расположенных на юге Кыргызстана. Район Арслан-Боба находится в урочище хребта Баба-Шата на западных и южных склонах Ферганского и Читкальского хребтов и знаменит прежде всего потрясающими реликтовыми орехово-плодовыми лесами, занимающими в общей сложности 608,5 тысяч гектар. Единственная на свете реликтовые орехоплодовые леса далеко не единственная прелесть Арслан-Боба. В скалистых ущельях на высоте 2200 метров над уровнем моря горные реки стремительно несут свои белопенные водопады. Иногда они срываются далеко-далеко вниз. А местные жители до сих пор помнят легенду о том, что когда-то сам Александр Македонский довез до своей далекой родины понравившиеся ему плоды, которые положили начало ореховым садам Греции. После этого события данный вид ореха и получил свое название грецкий. Арсланбаб бул табиаттын уникалдуу көрүнүшү. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан. Гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз эс алуучу жайларынын бири. Жалал-Абад дубанынын көркү. Арсланбабтын атагын алыска чыгарган эң негизгиси ал анын жемиштүү жаңгак токойлору. Деңиз деңгээлинен бийиктикке аска зоону аралай, тоонун көк кашка мөлтүр суулары таштан ташка урунуп, мөнкүп агып турат. Кээ бир жерлерде алар тээ асмандан аттырылып түшүп, жомоктогудай шаркыратмаларга айланышат. Качандыр бир айтылуу Александр Македонский өзү бул жерди жагып калган жаңгак жемишин алыстагы мекенине ала кеткен имиш. Мына ошол жаңгак Грециянын жаңгак бактарынан түптөлүшүнө негиз болгон экен. Ошондон улам жаңгактын бул түрү грек жаңгагы деп аталып калгандай. Жергиликтүү калк бул жаңгакка байланыштуу мындай уламышты жакшы билишет. Дорогие друзья, перед вами сейчас выступит очаровательная певица Сарбаева Аяна с песней «Мендеги Аик Махаббат». Unutpasмын кандай күндө жолуктук
üçün dam tavırdaym suyundu. Ey men sen üçün dam tavırdaym suyundu. Senin gana aman жүргөн караның, men sen üçün dam tavırdaym suyundu. Ey men sen üçün dam tavırdaym suyundu. Ey men sen üçün dam tavırdaym suyundu. Географически Джалал-Абадская область довольно разнообразна. Здесь начинается западный Тянь-Шань. Несмотря на большое количество гор, температура здесь в среднем выше, а горы более засушливые. Связано это с влиянием большой и жаркой Ферганской долины. Такое соседство гор и долины позволило появиться в горах Джалал-Абадской области множеству удивительных природных достопримечательностей. Ярчайшим примером горных красот Джалал-Абадской области является заповедник Сары-Челек, располагающийся в глубине Читкальского хребта, с большим комплексом из озер, удивительными разнообразиями пейзажей и большим количеством растительности. Его подводный мир интересен, а в густых лесах у береговой линии водятся козерог, кондатра, олень, ланди, кабрас, куница, архар, кабан и более 100 видов птиц. Это место, известное каждому кыргызстанцу, способно околдовать любого своими сине-зелеными водами. Советуем захватить аквалангическое снаряжение и отправиться на самое дно желтой чаши. Также можно погулять по побережью или устроить неспешную прогулку на лодке. А вот рыбачить здесь нельзя. Жалал-Абад Дубанынын Аксы районунда Сары-Челек көлү жайгашкан. Бийик тоодогу өзгөчө Кооз көл болуп саналат. Чаткал тоо кыркасында кызыктуу ажайып жайы. Көлдүн узундугу түндүк чыгыштан түштүк батышты карай 7,5 километр, суунун аянты 507 гектар. Сары-Челек көлү деңиз деңгээлинен 1940 метр бийиктикте жайгашкан. Жайкысы көлдөгү суунун температурасы плюс 19 градустан ашпайт. Ал эми кышкысы плюс 4-төн 0 градуска чейин өзгөрүп турат. Көлдүн суусун ичкенге болот жана андан Кожо Ата дарыясы агып чыгат. Көлдү курчаган капчыгайлардан оңдогон тоо суулары көлгө куюлуп турат. Көлдүн жээктери өтө тик аскалар менен курчалган. Жеткен эле дароо тереңдик башталып, кээ бир жерлери 234 метр тереңдикте жетет. Тереңдиги боюнча Сары-Челек Орто Азияда 3-чү, ал эми Кыргызстанда 2-чи орунда турат. Дорогие друзья, приглашаем на сцену известного не только у нас в Красноярске, но и в других регионах нашей многонациональной страны друга нашего общества, талантливого и творческого исполнителя Майрамбека Асанова. Дасум, Дасум. Assalomu alaykum. Telefon çalmay ekan, olchaqsin bo'ladi. Maestro, gромче можно? Gромче, пожалуйста. Ona qanday yaxshimi? Bir do'stum var eski salat bolalıqdı. Bir do'stum var жақындатат aramızdı. Görüşkönde eski salıp sırdaşabız. Şerli жазып сағынышты құсалықты. Bir dostum var eski salat balalıqdı. Ey bir dostum var жақындатат aramızdı. Görüşkönde eski salıp sırdaşabız. Şerli жазып сағынышты құсалықты. Ey dostum dostum, sağındın mı balalıqdı. Bir dostum var tuğanında yoğup ketken. Bir dostum var baylıkları aşık ötken. Bir dostum var ketken gelbe saparına. İsteyken de
жашым тамат кара көздөн бир досум бар тууганындай болуп өскөн эй бир досум бар байлыктары ашып өткөн бир досум бар кеткен келбес сапарына эстегенде жашым тамат кара көздөн эй досум досум сагындыңбы сагындыңбы балалыкты эй досум досум сагындыңбы балалыкты ай бар болуңуздар Аллах мени айырбасын досторумдан тойларымда болсун достор көркүн ачкан арамызда эч болбосун кеткен саты бул дүйнөдө саткын достор душмандарды Аллах мени айырбасын досторумдан тойларымда болсун достор көркүн ачкан арамызда эч болбосун кеткен саты бул дүйнөдө саткын достор душмандарды эй досум досум сагындыңбы балалыкты эй досум досум сагындыңбы балалыкты ай рахмат бар болуңуздар майрамдар куттуу болсун тынч болуңуздар Майрамбек Асанов, дорогие друзья, ваши аплодисменты. Спасибо, ничего себе. Майрамбек, можно попросить задержаться? Ага. Да, и вместе со мной провести сейчас викторину. Викторину? Да. Туда можно, да? Да, можно здесь. Можно здесь, можно там. Итак, дорогие друзья, сейчас на экране появятся разные ответы на мои вопросы. Мне бы хотелось, чтобы вы с нами сейчас немножечко поиграли и угадали правильный вариант. Назовите, пожалуйста, крупнейшие гидроэлектростанции, расположенные на территории Красноярского края и Джалал-Абадской области. Итак, давайте посмотрим. Вот есть варианты ответа. Прошу, какие же есть варианты? Майрамбек, как вы думаете? Я то, что не знаю. Ну, просто ваш вариант какой может быть? Третий, последний. Третий. Ага, друзья, кто согласен с Майрамбеком, поаплодируйте. Это правильный ответ. Да, отлично. А вы говорите, не знаю, все вы знаете. Так, дальше. Красный Яр переводится на кыргызский язык как Кызылжар. В каком районе находится село Кызылжар в Джалал-Абадской области? Так. Нокин, Читкал или Аксы? Как вы думаете? Аксы? Аксы. Не Аксы, Аксы. Аксы. Так, я заодно сейчас научусь кыргызскому заодно. И это правильный ответ, молодцы, да. Дальше. Какой район был известным еще в советское время в Джалал-Абадской области как первое предприятие по добыче золота? Итак, это Базар-Каргон, Тагус-Таро и... Аксы. Или, опять же, Аксы. Как? Тагус-Таро. Тагус-Таро. Или Базар-Каргон. Нет, второй вариант? Так, поднимите все пальчиками, покажите, сколько. Второй. Так, проверим, насколько вы правы. Посмотрим правильный ответ. Абсолютно верно. Поздравляю вас. Молодцы. Так, дальше. Сколько скал находится в заповеднике Столбы? Так, и цифры. 10, 19, 14. 14. Майрамбек, 14? Да. Откуда можете знать? Это мнение. А сами были там? Да. Нет, не был. Не был? Пожалуйста, если будет возможность, обязательно сходите. Это уникальное место. Так, Майрамбек, 14. А вы, дорогие друзья? Сколько? 14? 14. Все, кто за 14, поаплодируйте.
Итак, поаплодировали 2/3 зала и смотрим правильный ответ. Абсолютно верно, 14. Молодцы. Давайте поаплодируем сами себе, друзья. Вы молодцы, вы все знаете. Сколько районов имеется в Джалал-Абадской области? Я про это говорил. Итак, сколько? 8. Да, все согласны? Да, потому что мы про это говорили, и это 8 районов, абсолютно верно. Самая высокая точка Джалал-Абадской области достигает 4247 метров, а самая низкая 600 метров. Низкая точка отметки в каком районе находится. Итак, Базар Каргон, Сузак, Алабука. Итак, давайте посмотрим. Опачки, это первый вариант, я поздравляю вас. Итак, Красноярский край богат природными ресурсами, в том числе и на реки. Есть река, которая впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Что это за река? Енисей, Базайха или Бугач? Ну, конечно же, Енисей. Да, друзья, мы просто проверили. А вы видели нашу реку Енисей? Я? Да. Я там вырос. Здорово. Дальше. В 1957 году в Красноярске на фабрике «Енисей» начали выпускать музыкальный инструмент, который так и назывался «Енисей». Но что это за инструмент? Скрипка, пианино или барабан? Пианино. Пианино? Пианино. А почему вы дали такой ответ? Потому что я люблю пианино. И это правильная любовь, да, потому что именно пианино здесь выпускалось. Верно. Друзья, ваши аплодисменты. Да. Это мне, да? Да, это сейчас было вам. Спасибо. Какие объекты являются одним из визитных карточек города Красноярск? Их можно встретить в большом количестве. По некоторым подсчетам уже их более 140 штук. Фонтаны, цветочные клумбы, либо памятники. Майрамбек, вы? Цветочные клумбы. Цветочные клумбы. Скажите, а вы любите цветы? Да. Вот, поэтому вы их выбрали. Но на самом деле наш город богат фонтанами. Да, я хочу, чтобы вы обязательно их увидели, потому что летом это какое-то прям 8-е чудо света. И крайний вопрос. Самое глубокое озеро в Джалал-Абадской области. Как оно называется? Кап-Каташ, Карасу или Сары-Чалек? Сары-Чалек? Итак, давайте посмотрим правильный ответ. Это Сары-Чалека. Молодцы вы! Вы молодцы! Дорогие друзья, ну и сейчас мы перейдем к награждениям. Так, давайте по-честному. Кто? Я вот вас точно видел, что вы угадали. И вас видел, что вы угадали. Пожалуйста, выходите к нам. Прошу, я видел, что вы угадали. Выходите, пожалуйста. Так, вон там, где-то вот здесь я видел, да, это, наверное, вы были. Пожалуйста, выходите к нам. Она вторая, наверное. Вторая, да? Она не помнит. Какая-то одна из победителей. Да. Дайте приз. А третий? Поздравляем, молодец. Так, кто был третьим? О, моя сестра. А давайте сестре подарим. Обязательно. Да. 일곱 장 보면서 쟤는 뭐 이제 김대리 필요 보이나? 뭐 벨릭 지고서 뭐 이틀에 잠을 곱네 서울 캠력치. Спасибо. Так, еще есть подарки? А мне? Я же два угадал. Да. Так, Марамбек, вот этот подарок. Я шучу же. Там все, что есть, да? Да. Так, кто у нас был еще? Вот, я видел еще, как минимум трое тоже точно прям угадывали. Так, да? Сары-Чалек, кто угадал? Сары-Чалек. Так, но у нас один подарок идет за все. Вот если угадали хоть раз, значит уже сразу подарок. Вам уже вручили подарок. Так, вот вам, по-моему, да? Вот вы тоже активные были. Да? Кто? Да, пожалуйста. Да. Вот этот вот подарок вам. Спасибо большое. Так, ну а вы, да? Простите, не знаю вашего имени. Как тебя зовут? Как вас зовут? Меня зовут Элина. Элина. Элиночка. Пожалуйста. Народная. Спасибо. Позвольте, пожалуйста, мой приз. Я хочу передать. Русский, да? Вон там наша сестра стоит, сидит, дегенде орысша түгеніп қалды.
Bir qol çağып қойсаңыздар, атайын қол çağып қоштап қалдыңыздар. Мынау сіздерге белек болсын, а? Бөлесіп аласыздар, ұрыспаңыздар, майлы. Ерік айтшы. Марамек, да. Вот просто ваш взор, он очень как у орла, острый, поэтому вы увидели всех, кто принимал активное участие. Спасибо. Да, спасибо вам огромное. Разрешите пожать руку. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, а я хочу пригласить сюда танцевальный коллектив с песней, танцем «Мен Кыргыздын Кызымын». Под ваши аплодисменты. Жазылған күліп жана жаздым ғана наздығына Аллато алмаш қыз белегін арға жанға шома керегін Кыргыз деген тейлегенің мелилене Спасибо. Спасибо огромное, пожалуйста. Итак, культурное разнообразие области также очень бросается в глаза. Именно в Джалалабадской области соприкасается исконно кыргызская кочевая культура и оседлая узбекская. Всего за 3 часа пути можно увидеть и кочевничью юрту с приветливыми чабанами, пристально следящими за стадами овец, и пестрое узбекское селение с затейливыми домами, вкусными овощами и фруктами и традиционным восточным гостеприимством. Такое соседство не могло породить большого количества памятников культуры. Самым известным из них являются петроглифы Самалу-Таша и мавзолей Шах-Фазиль. Самалу-Таш — это одно из самых крупных в мире собраний изображений, оставленных первобытными людьми, располагающиеся в крайне труднодоступном районе на востоке Джалал-Абадской области. Мавзолей же Шах-Фазиль является собой пример разительно отличающийся памятника культуры, который впитал в себя многовековую историю ферганской древности и средневековья. Дорогие друзья, ну а я приглашаю на сцену талантливого исполнителя Таштемирова Амурбека с композицией «Саранамын». Пожалуйста, под ваши аплодисменты.
menen özümden özüm kızganıp kelem Aşığım çeksiz olana beri o bakıt özgörülse de Hırt olup kıyıp canımda dene Öçür canım soranan senden Özgürce sağa sezilmen terim Dömürlük göz yaşım sen Amin bulsun seni çürümü sakta bal Ömrümden artık görüm seni yardım Anıstama canım suyum seni alsayım Degen sözlerimdi unutama esnep dayım Kaydalamaysan Soranamam Yaratkanımdan Suyumdu sakta Sakta Ardayım Kaydalamaysan Soranamam ben Suyumdu sakta Sakta Ardayım Suyumdu sakta Ay 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 Oh Yadırap canım bir seninle Kırk gündürüm gitmedi senden Sezimim bana sen gelip çakkan Canım ayvanda öpçürüm Yurt olup canım sezimim söndü Öçür canım soranam senden Özgürçü sağa sezimim terim Dövülür göz yaşım sen Amin olsun seni çürümü sakta bal Ömrümden artık görüm seni yardım Anıstama canım suyum seni alsayım Degen sözlerimdi unutama esnep dayım Kaydalamaysan soranamam Yaratkanımdan Suyumdu sakta Sakta Ardayım Kaydalamaysan Soranamam ben Suyumdu sakta Sakta Ardayım Soranamam Suyumdu sakta Soranamam Suyumdu sakta Sakta Ardayım Suyumdu sakta Suyumdu sakta Ardayım Soranamam Rahmat Спасибо большое, Амурбек. Спасибо большое.
Дорогие друзья, под ваши аплодисменты я хочу пригласить Назгуль Джанишбековну для вручения почетных наград. Красноярская местная общественная организация «Кыргызская национально-культурная автономия» награждает благодарственным письмом за личный вклад в сохранение и развитие национально-культурных ценностей кыргызского народа, а также за активное участие в подготовке и проведении национальных и межнациональных праздников в городе Красноярске. Тайлабекову Бекжан Тайлакбековичу. Балтабаеву Аликбар Калызбековичу. Дорогие друзья, я Аликбара не отпускаю, потому что хочу лично поблагодарить за уже неоднократную помощь именно в сохранении и развитии нашей национальной культуры. И очень хотелось бы, чтобы такая молодежь все больше и больше наши, скажем, ряды пополняла. Я благодарна Сибирскому юридическому институту. Когда-то я тоже заканчивала этот институт. И такие замечательные ребята учатся. Я вижу, что в зале их много. Я вам всем объявляю низкий поклон. И, ребята, держитесь и будьте всегда рядом с нами. Огромное всем спасибо. Сарбаевой Аяне Акылбековне. Исмаилджановой Малике Жилдызбековне. Жалдубаевой Аруке. Мамасейтовой Елизабете Сталбековне. Спасибо всем. Друзья, вы видели, что у нас очень много детей, которые подрастает наше поколение. Я бы хотела объявить благодарность их родителям, которые осознанно приходят, сохраняют, и даже днем и ночью, я бы сказала, даже выходные свои приходят и сохраняют. Ведь сохранить национальную культуру – это очень важно. Важно, потому что, может быть, мы сейчас в детстве, сегодня, может, и не понимаем. Но спустя годы, а особенно уже мой возраст позволяет об этом говорить, что наша национальная культура – это наша национальная идентичность, это очень важно. Через него мы познаем культуру других национальностей, через него познаем мы мир, современность, кругозор расширяется невероятно. Поэтому я бы очень хотела, чтобы если кто-то раздумывает, прийти или не прийти, или приходить, или участвовать, или не участвовать, поверьте, она стоит того. Участвуйте, приходите, и пусть наши ряды расширяются. Спасибо всем огромное. Спасибо большое, Назгуль Джанишбековна. Дорогие друзья, ну а мы продолжаем наш концерт. И я приглашаю капельки танец Жалын Бий. Под ваши аплодисменты. Жарык нур Кутман Йылдыздан, Жалын Би чыккан Кыргыздан. Байыркыдан жалын би, бактыбызга жанган би, башат алып Кыргыздан бардыгына майрам би. Өргө чапкан жалын жаш, Өтүп кетсе табылбас, эр жигитке шаймашай, эрги пиле карындаш. Эрги пиле, эрги пиле. Эрги пиле, эрги пиле. Кыргана таккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка
аттуу дүйнөдөй шаңга кошуп сүрдөбөй кантип чыдап турасың карап четте бийлебей эрги бийле эрги бийле эрги бийле эрги бийле шуңкарганар каккандай учуп бара жаткандай талпыналы жарышка ай туруну чапкандай кандай адам ким турат албай жүрөк толкунат жалпы тегиз бийлесек жалындасып ынтымак жаралган би жалындан шат өмүргө жарык бол шам чырактай жагылган күлкү менен жашарып күн балдары аталып бийлеп кары жашыбыз бир кумарга баталып 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 шуңкарганат каккандай учуп бара жаткандай талпыналы жарышка тай туруну чапкандай кандай адам ким турат албай жүрөк толкунат жалпы тегиз бийлесек жалындасып ынтымак кандай адам ким турат албай жүрөк толкунат жалпы тегиз бийлесек жалындасып 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 ынтымак Ансамбль «Капельки». Девочки, проходите к руководителю, пожалуйста. Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш чудный вечер, посвященный путешествию в наш родной теплый край, в Кыргызстан. Сегодня мы с вами познакомились с Джалал-Абадской областью, ведь мы живем вдали, в другой стране, но несмотря на это мы всегда стараемся сохранить нашу культуру многонациональной страны и разных народов. Мы благодарим всех, кто помогает нам в этом. Нам и нашим детям предстоит вписать в историю единого края новые яркие страницы, уважая неповторимую культуру друг друга. Ну а мы, я, Александр и Айдурган, прощаемся с вами. Желаем вам добра, мира и благополучия. Кийинки жолу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. До новых встреч в следующем году. До свидания!